Осенью 2005 года те, кто не имел доступа к виртуальной сокровищнице Эльбрусоида, получили на руки его печатную версию. Красивый, хорошо иллюстрированный журнал сразу же обрел свою читательскую аудиторию. Его тираж растет из номера в номер. Одним из самых удачных проектов Эльбрусоида я считаю издание своего дайджеста. Дайджеста, потому что в него входят самые лучшие материалы, которые выставлялись когда-либо на нашем сайте. За все 5 лет существования фонда мы выпустили 5 номеров журнала. Это, конечно, мало. Пока он издается всего 2 раза в год, тем самым вечерам, которым мы посвящаем первокурсникам и выпускникам столичных вузов. В перспективе мы собираемся издавать журнал ежеквартально. Мы публикуем в нем только лучшие материалы, которые попали к нам на сайт. Все рубрики сохранены. Во все рубрики мы даем только тех достойных людей, которые прославили наш народ, прославили наши республики. На заседании редакционно-издательского совета Эльбрусоида было принято решение осуществлять рассылку журнала по всем школам республик. Помимо школ, журналы доставляются во все культурно-образовательные учреждения, вузы. Как и многие проекты в Эльбрусоиде, журнал делается с вашей помощью. Мы очень хотим, чтобы вы нам писали, чтобы мы доставляли вам радость. В последние десятилетия характерным стало сближение деловой и потребительской культуры между разными странами мира. Это сближение тесно связано с американизацией стандартов и ценностей. Культурная глобализация стала угрожать национальным спецификам духовной культуры народов. Этот процесс особенно болезненно воспринимают малочисленные народы, у которых сильнее развито чувство самоидентификации и самосохранения. Вот почему каждая возможность заявить о своей духовной и культурной особенности становится важной. Одной из таких возможностей является участие на международных выставках и фестивалях. Так Эльбрусоид принял участие в Парижском книжном салоне и на крупнейшей всемирной книжной выставке-ярмарке во Франкфурте на Майне. Оба форума традиционно привлекают внимание мировой культурной общественности и прессы. На стендах, представленных Эльбрусоидом, были выставлены книги об истории и культуре карачаево-балкарского народа. Безусловно, сегодня для успешного карьерного роста в любой сфере необходимо не только профильное образование. Современный кадровый рынок все больше требует знаний специальных программ или, по крайней мере, основ компьютерной подготовки. От этого напрямую зависит заработная плата и успешный карьерный рост. 2 года назад президент Эльбрусоида Али Татаркулов на заседании правления фонда предложил запустить новый проект «Компьютерный ликбез». Предпочтение было отдано Центру компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ имени Баумана. На сегодняшний день спонсорской помощью Эльбрусоида воспользовались 286 человек. Осознавая значение искусства в деле воспитания молодежи, сотрудники фонда регулярно организовывают экскурсии по музеям, выставкам и театрам Москвы. В рамках акции «Просвет» Эльбрусоиды побывали на многих интересных выставках, картинных галереях. Общение с прекрасным помогает человеку развить в себе эстетический вкус, эрудицию, приобщает его к истинным культурным и художественным ценностям. Кроме того, в рамках той же акции устраиваются коллективные походы по историческим местам столицы. В конце прошлого года Эльбрусоид открыл свой небольшой дом культуры. Здесь, помимо регулярных тематических вечеров с участием известных людей, проводятся различные утренники, шахматные турниры, турниры по армрестлингу, вечера поэзии и даже кулинарные поединки. В актовом зале проходят занятия студии национального танца. В музыкальной студии, оснащенной современной аппаратурой, открывают молодые таланты, дублируют мультипликационные, документальные и художественные фильмы при самом активном участии молодежи из театральной студии. Кроме того, здесь дарят новую жизнь старинным карачаево-балкарским песням и мелодиям. Так, Эльбрусоид выпустил 4 сборника старинных и современных карачаево-балкарских песен, видеосборник лучших номеров с концертов землячеств и диски караоке с нашими популярными песнями. В
прошлом году команда «Горцы и горянки», состоящая из активистов и сотрудников фонда, принимали участие в популярной телевизионной игре «100 к 1» на канале «Россия». Одной из акций, которой по праву гордится фонд, является групповое восхождение и на западную, и на восточную вершины Эльбруса. Эльбрусоид намерен сделать эти восхождения ежегодными, в знак единения народа, живущего у подножия горы, главного национального символа балкарцев и карачаевцев. Эльбрус по праву является гордостью карачаево-балкарского народа. Самая высокая точка России, Европы, двуглавый красавец Эльбрус – символ нашего двуединого народа. Сколько стихов написано, сколько песен спето про Мингитау, сколько еще будет написано и спето. Индусы так не восхваляют свой ганг, возведенный до степени святости, сколько балкарцы и карачаевцы восхваляют свой Эльбрус. И для нашей молодежи восхождение на вершины исполина, преодоление трудностей при суровых условиях сродни сдаче экзаменов на мужество, выносливость и патриотизм. Совместное восхождение на Эльбрус должно стать доброй традицией для нашей карачаево-балкарской молодежи. Говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Согласен, если разговор идет не о вершине, и целью не является сама вершина. Вершины бывают не только у гор. Бывают вершины образования, духовно-нравственного развития личности и народа, вершина физического развития, бизнеса и тому подобное. Каждый выбирает свою высоту, несколько высот. Жизнь человека тоже похожа на восхождение. Результаты работы любой организации, вообще Эльбрусоида в частности, это тоже подъем, если не на вершину, то на следующую ступень развития. В нашем документальном фильме мы постарались вам вкратце показать нашу работу, направление нашей работы, достижения, которых мы достигли за 5 лет со дня основания Эльбрусоида. Мы не достигли больших высот, но дорогу осилит идущий. Мы идем. Нельзя повторять подвиги Икара. Нельзя уподобляться той маленькой пташке, которую оплакивал Шурик в комедии «Кавказская пленница». Мы идем мелкими шагами, но уверенно продвигаемся вперед. Ашыққан су теңізге жетмейді. Миллет саулай бары да насып жашауны башына өрлер үшін заманда бірлік те керекті. Жаңғызға аламат бар Аллаға да әперім, алая әбезекні миллет бірге тепсейді. Аллах айтып, барыбыз да бір болып, немейік тауланы башына да шығарбыз. Успехов всем, добрых начинаниях. Мир вашему дому. Набирающее силу молодежное движение 1 сентября 2007 года обрело новую прописку в городе Карачаевске. А 4 января текущего года в столице Кабардино-Балкарии. Сотрудники представительств фонда строят свою работу по той же схеме, что и в московском офисе. 19 мая Эльбрусоиду исполнилось 5 лет. В честь первого юбилея люди, полюбившие Эльбрусоид, преподнесли фонду в подарок самую настоящую звезду на небе. Таким образом, на звездной карте в созвездии Большой Медведицы теперь сияет звезда, название которой Эльбрусоид. Сотрудники фонда между собой шутят, что у них не 2, а 3 представительства. 2 на планете Земля, а 1 в космосе. В содружестве созвездия, которое известно у нас под названием Джитагейли.
Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи продолжает культурно-просветительскую деятельность и призывает вас в свои дружные ряды.